Так, ассаламу алейкум, добрый вечер, добрый день, точнее, приветствую всех, друзья. С вами снова Орти Аслан на канале Reality. Давайте обсудим ситуацию, сложившуюся в Украине. Сегодня 28 марта 2022 года. С вами, как я сказал, Орти Аслан. Так, не забывайте соблюдать правила сообщества, чтобы эта трансляция была безопасна для просмотра. Есть, не забывать. Так, заходим, друзья, ставим лайки и распространяем наши видео в ваших социальных сетях. Максимально давайте распространим. Итак, сегодня пойман летчик, который бомбил украинские города. Живым, один взят живым, по крайней мере, я видел это видео. Взяты также много плен других русских фашистов разной национальности. И контрнаступление широкомасштабное, полномасштабное, оно пока не началось, которое ожидается, которое, скорее всего, будет. Но наступление как таковое есть по разным направлениям. Можно даже назвать это большим таким контрнаступлением. Но это еще не все. Вся мощь украинской армии, она будет обрушена с мощной силой на этих фашистов. Так что фашистам я предлагаю как можно быстрее сдать оружие. Если у вас есть техника, вместе с техникой переходите. Вам дадут деньги за это, большие деньги дадут, те, которые вы не заработаете на России, вам даже в долларах это дадут, или в евро, не ваших деревянных. Поэтому, я думаю, все будет отлично. Потом вы можете перейти в Европу, переехать, и любой человек, любой оккупант, фашист из русской армии, который сдастся добровольно, не когда возьмут его в плен, а когда он добровольно сдастся, если он с техникой, он получит еще деньги, большие деньги, и после этого может перебраться в Европу. И ему там предоставят политическое убежище, он сможет вывести свою там подругу, жену, маму, папу, там, детей и так далее, если они у него есть. Это единственный способ для спасения тех, кто не хочет принимать участие в этом преступном деянии, которое совершает на сегодняшний день фашистская Россия. Друзья, вот такие вот дела. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте видео. Я, как обещал, буду каждый день выходить. Правда, иногда бывают сбои, так как тоже очень много дел. Так. Давайте я тогда буду. Ты чеченец, говорит, Исрапилов. Да, я чеченец. Еще объявление, друзья. У меня есть вот этот канал Reality и другой мой канал, Аслан Арцуев называется. Подписывайтесь на него, потому что у меня большие проблемы с атаками вот этих фашистов. Не знаю, почему у меня тут все блестит. Я какой-то, наверное, этот поставил. Фон, наверное. Поэтому подписывайтесь на YouTube канале Reality и вот на втором моем канале, потому что в любой момент этот канал может быть забанен. Так, я буду смотреть в ноутбуке и вам прочитаю несколько новостей, которые сейчас сложились в Украине. Так, жаль, я вам не могу показать. Приятно слышать, что у тебя проблемы. Слава Украине, слава Ичкерии, героям слава.
У меня проблемы это такие небольшие проблемы. То, что вы меня атакуете, там, баните мой канал, запрещает Роскомпозор на территории России, мой канал, YouTube канал. Знаете, это, конечно, проблема, да, я не могу доносить правду до людей, которые я хотел бы донести. Но при всем при этом я понимаю, что я вам наношу урон, и вы из-за этого визжите и меня запрещаете везде. В отличие, конечно, от других чеченоговорящих блогеров, которых вы там с распростертыми объятиями принимаете. А я говорю про ФСБ, я говорю про Путина, Патрушева и разных других преступников, которые совершают массовые преступления, как на территории Чеченской Республики Ичкерия, так сейчас в Грузии, как ранее совершали в Сирии, как и сейчас в Украине, ранее совершали в Сирии и в Грузии. Поэтому у меня и зубы, и глаза, все блестит почему-то. И вот этот американский флаг блестит. Я тут все понажимал. Так, давайте. Привет, Сабина. Украина, вах, мацу, уйдо. Ва мацуйдо. Украина, со мацуйд. Со информационно, со бобешу, со правозащитнику. Со гуманисту, со нах бой шуат, со нах спасать бешу. Келгар бош. Даже тик баган бола, вайнох чи бубош беше, цега хасия дол бош, уж келгар багре, шу со ца вехна, келгар вах. А шу цакит. Американский кеп кундилю. Спрашивает, да я буду говорить на русский. Твои рассказы только для тех, кто в кастрюлях. Да лучше быть в кастрюлях, чем фашистом русским. С удовольствием носил бы кастрюлю. Так, меня спрашивают, что почему я надел кепку американскую, да? Потому что она мне нравится, мне ее прислал друг с Америки. Вот у меня сзади еще флаг висит американский, смотри, большой, красивый. Смотри, его надо на плечах вообще носить. Также у меня есть и вот этот флаг, наш ичкерийский. Также у меня есть вот этот флаг, украинский, который сейчас мочит русню. И у меня есть еще один флаг. Смотрите. Это очень крутой флаг. Йоу! Слава НАТО, Дион. Слава НАТО. Но Америку не люблю, говорит. Ну, это твои проблемы. Ты имеешь право. Живем в свободной стране. Так, твои рассказы. Так, ассаламу алейкум. Россия выйдет так стремительно. Гражданство РФ для граждан средней... Выдает так стремительно. Алейкум ассалам, Умар. Да, выдает. Да чего? Они сейчас, я понял. Смотрите, что сейчас будут они делать. Им мяса не хватает. Русские не идут воевать. Они сейчас будут таджиков, узбеков, киргизов, всех, кто приезжает, давать им гражданство, зачислять и отправлять воевать. Ни в коем случае не едьте. Я вам клянусь, я не пугаю, не нагнетаю. Я клянусь Господом Богом, клянусь Аллахом. Вы проиграете эту войну. Вы погибнете. Она 100% проигрышная для вас война. Пожалуйста, не едьте. Я это говорю, потому что мне жалко тех, кого вы убьете, и вас в том числе. Все, кто меня услышит, распространите, скажите. Честное слово, я вот клялся, клянусь, вы погибнете. Украинцы просто в порошок вас сотрут. Понимаете? Там собрались все просто на этой земле. Немцы туда поехали. Американцы, англичане, чеченцев тысячи там сейчас, молодых чеченцев, которые готовы рвать просто всех. У нас за всю войну, когда нам нагнали 420 тысяч войск, у нас 2,5-3 тысячи человек всего воевало против вот этих 420 тысяч вот этой армады, которая просто завалила нас своими войсками. Который в Грозном начинался, голова была, а хвост еще в Ингушетии был. Можете представить, там десятки километров. И их всех просто порвали просто. Вы понимаете, что там будет, если там 2000 чеченцев молодняк приехал. Ну, говорят, что 2000 там их приехало. Там может быть их больше. И поедут, и едут туда.
А там еще есть у нас старые, которые воевали в Первую войну, во Вторую войну против этих фашистов в нашей стране. Понимаете просто? Вот что я хочу донести. Ни в коем случае не едьте. Ни в коем случае. Это самоубийство. Плюс, если даже вы выживете, даже не раненые будете, по международному, в соответствии с международными нормами, а международное сообщество признало Путина военным преступником, сейчас будут суды и юридически признают его. Сейчас пока политики, первый это озвучил Джо Байден. Все, нету больше России, понимаете? Нету. Вы будете за ни за что умирать. За один день жизни Путина вы будете умирать. Чем больше вы там будете гибнуть, тем дольше он проживет. Он просто пытается спасти свою жизнь вот этим. Это матерый ублюдок, убийца. Поэтому я призываю не ехать. А кто поехал, переходите на сторону. Это не позорно, никакую честь это не задевает. Я вот 100% говорю, выходите со мной на связь, выходите там с украинцами на связь. Сообщите, я хочу перейти. Сядьте на свой танк, угоните его, переведите его украинцам. Получите десятки, если не сотни тысяч долларов за него, за этот танк. Будете обеспечены первое время, получите политическое убежище в Европе. Это идеальный шанс. Весь мир просто за Украину. Весь, абсолютно весь. Украинцы, вот с Гамбурга, украинцы собирались, уехали. И там все мужчины остались. Представьте, 42 миллиона человек. Вы там сносите город за город, вас ненавидят там. Вы Мариуполь уничтожили, Харьков уничтожили, другие, Чернигов сейчас уничтожаете. Это страшно, вы в Грозных превратили. Вот эти все города. Сейчас будут Киев штурмовать, если у них получится. Потому что сейчас идет контрнаступление и вообще вас разбивают там. Но если еще мясо нагонят, окружат Киев и начнут штурм, вот там все будут похоронены. Потому что Киев конкретно готов встретить вас. Конечно, будут разрушения, конечно, будет гибель мирных граждан. Самое страшное — гибель детей, женщин. Вот этого хотелось бы избежать. А вас уничтожать тоже никому не надо, понимаете? Никто от этого кайф не ловит. Уничтожать вот вас, оболваненных придурков, которые туда шлют. Вы понимаете просто, что происходит? Так, забрать тоже хотят Азию, испанцы чистой воды. Да, не отмойтесь, как в свое время в Германии. Абсолютно верно, мисс. Мисс, абсолютно. А будет дерусификация. Вы хотели демилитаризации, там, денационализации, да, вы хотели? Ваш ублюдок там хотел. Вы понимаете, что будет дерусификация? Потому что русизм — это форма фашизма, разновидность, самая человеконенавистническая идеология. Вы просто живете в этом и не понимаете, но это нельзя так жить. Нельзя так ненавидеть людей, нельзя быть человеконенавистничать, убивать целые народы, захватывать чужие территории. 21 век на дворе. Международные институты, на которые тратятся миллионы, сотни миллионов, миллиарды уже, наверное, потрачено, делались для того, чтобы люди не убивали друг друга, а договаривались. И после Второй мировой войны так и было, люди жили как-то. Понимаете? А Путин, он ублюдок, вы умираете за яхты Путина, Абрамовича, там, других, третьих, десятых. Нету никакой великой идеи. Вы захватываете Украину для того, чтобы НАТО к вам не подвинулось. Но если вы ее захватите, вы же сами к этому НАТО подвинетесь. Вы, эти ракеты окажутся и так, если Украину вы захватите, и так вам близко. Это бред просто сивой кобылы. Перелететь эту Украину и нанести удар по Москве, огромное количество этих ракет у НАТО, понимаете? На подводных лодках, на самолетах доставят, сбросят и уничтожат, если надо. Никто не собирается нападать. Все вас боятся и объединяются, чтобы вы не напали.
Боятся не в смысле, что вот боятся вам отпор не дадут, а боятся в смысле не хотят, понимаете? Люди хотят созидать, жить, развиваться. Как это сложно понять, я не могу понять. Не будет вот этих солдат, которые идут, которые массово объявят бойкот, массово объявят о своем неповиновении. Нечего будет Путину делать. У него нет солдат, он не может сам идти воевать. Понимаете? Почему любишь НАТО? Я НАТО не люблю, я люблю только маму свою. НАТО это альянс, вооруженный альянс государств, да, который обязывает в случае нападения на одну из стран защищать всем вместе эту страну. И это даст мне гарантии, моему народу даст гарантии хотя бы 100 лет не воевать, чтобы вот эти ублюдки перестали нас уже, 400 лет они нас уже достали уже. Просто миллионы людей они у нас за эти 400 лет убили. Каждый раз они на нет сводят наше численное население, численность населения. После Большой Кавказской войны нас меньше 100 тысяч оставалось. Сейчас тоже убили 30%. Во время геноцида 1944 года убили около 70%. Только потому, что мы сегодня сопротивлялись. Мы потеряли всего лишь, как это не кощунственно, 30%. А если бы мы подчинились, бы нас хотели и депортировать, и так далее, если бы мы не сопротивлялись. Фашистская Россия понимает только силу, и ей нужно противопоставлять только силу. И НАТО, если она возьмет когда-нибудь нас туда, это самая мощная организация, которая гарантирует нам безопасность. Вот поэтому я поддерживаю НАТО. Ичкерийский где? Я показывал уже. Ты прав, брат, на все 100%. Ночи делятся своим опытом, красавчики. Уже дякую, слава Украине. Как вы думаете, Путина заставят подписать мир? Рашизм. Так, я знаете, что думаю? Я думаю, Путин не будет подписывать мир. Это такой ублюдок, который не берет ответственность на себя. Он, извините, пожалуйста, он сыкун. Страшный просто. Большего, наверное, в жизни вы не видели. Это правда. Просто он оказался на вершине власти, и вот он реализует свою власть. Он никогда не берет ответственность на себя. Подписать мир, это значит признать, что это он воевал, что вот и так далее. Он проводит операцию и в любой момент отступит. Ну, положит всех, кого положит, и отступит, и скажет, нет, все. У него есть ядерное оружие. И вот на это ядерное оружие у него расчет, что вот оно его спасет, что оно не даст его уничтожить. Мир подписывать, я думаю, все-таки он не будет. Не будет. И переговоры вести абсолютно не имеет никакого смысла. Не надо разговаривать с этими русскими оппозиционерами. Все начали с ними разговаривать. Они никакой роли не играют. Никакой роли они там не играют. А если нужно донести информацию, вот есть средства коммуникации, через которые можно доносить эту информацию. Без этих русских, там, Навальнята какие-то, там, кто там, Фейгину, каждый день Фейгину отчет какой-то дается. Да, очень грамотно говорит Арестович, вот я наблюдаю за ним, не выдает никакой лишней информации, очень толковый парень на самом-то деле. Ну вот каждый раз он с ним встречается, ему что-то рассказывает. Да, подписчиков много, может быть это и нужно делать, я просто говорю свое мнение. Ну а так это, не знаю, бесполезно с ней. На них рассчитывать никакого смысла нет. Рашизм, говорит Адукрин. Нет, это русизм. Русизм называл это Дудаев. Ха-ха-ха, ты смешной. Очень, да, я очень смешной. Посмеемся вместе, когда за сахар перестанете драться. Мисс, спасибо. Собака лает, караван идет. Как 8 лет бомбили Донбасс? Кто бомбил 8 лет Донбасс? Что за бред вы несете? Донбасс это территория Украины, оккупированная Россией. При помощи предателей из числа украинцев. Это такие же кадыровцы. Они стояли, да, перестрелки были.
Убивали, каждый день украинцев убивали там. Ну, почти каждый день. Потери несли. Конечно, отвечали. Никто Донбасс не бомбил, никто не разрушал дома. Посмотрите, что стало с Мариуполем, и посмотрите там на города, которые под контролем фашистской России находились тогда. Посмотрите. Вы думаете, украинцы не могли вот так в руины превратить? У них артиллерия самая лучшая. Артиллерия, вот вы сейчас видите, как она работает. Каждый день танки и все это уничтожается. Не повторяйте бред этот пропаганды, который русские несут. Они даже пленных не бьют, да, украинцы, не бьют, кормят, как и положено в соответствии с международными конвенциями, правилами, обычаями ведения войны, соблюдая это все. Они к ним нормально относятся. А что делаете вы, я знаю. Я прекрасно знаю, что вы делаете. Ты в жизни ничего не понял. Зато ты понял. А кто устроил Рудченковым поле на Донбассе и поселили там мордву? Не знаю, скажет Путин. Русские бомбили Донбасс. Это вам ничего, кроме Рус-ТВ, не показывает. Так, пользователь подписался. Приветствую вас, пользователь. Так, политики собрались. Почему НАТО нам не помогали? НАТО нам не помогали, потому что мы не состояли в этой организации. Понимаешь? НАТО не помогает, когда ты не состоишь в этой организации. Что очень жаль, конечно. Очень-очень жаль. Сейчас Украине они помогают. Не так, как хотелось бы, но этого достаточно, чтобы эту фашню бить. Рабы пришли освобождать свободных. Я уверен, что это зависть, что мы хорошо живем. Мисс, абсолютно с вами согласен. Абсолютно. Если украинцы будут жить свободно и независимо, они станут жить хорошо. Да, если не будет никаких там Януковичей, Мануковичей и так далее. Если Европа примет Евросоюз, если Америка поможет, внесет, привлечет инвестиции, если там будет Америка, и американский какой-нибудь контингент, например, да, Польша, например, потратила 2 миллиарда, небогатая Польша потратила 2 миллиарда долларов, чтобы поставить базу натовскую у себя. Если Украина поставит натовскую базу или американскую, хотя бы 100 солдат, посадят туда, все инвестиции мира туда будут приходить, и Украина будет развиваться. Соответственно, русские посмотрят, похожи, язык понимают, много смешанных браков. Они скажут, а почему мы так бедно живем? Почему мы не можем войти в... Так и будет на самом деле. На самом деле сейчас это так и произойдет. Просто для этого нужно время. Сейчас украинцы их побьют, мы все вместе их побьем. Потом Украина заживет, туда придут инвестиции, огромнейшие инвестиции туда придут. А Россия, которая полностью изолирована, будет нищать. И украинец будет стоять на границе, там, жевать там сало, и рядом будет, через границу будет бегать путинист и просить кусочек сала. А украинец будет смеяться, говорит, не дам. Так что вот такие вот дела. И еще момент. Украина важна, нужна для того, что у Украины есть история. Великая история, хорошая история. Как у всех народов она великая. Были великие, мощные события в истории каждого народа, наверное, каждого. И в Украине она есть. Но она еще, эта история, украдена русскими. Русский – это искусственный язык. И русской национальности как таковой не было никогда. Это искусственно появившаяся национальность. И русские украли историю и живут историей Украины. И когда Украина отделится и будет жить хорошо, украинцы будут изучать, рассказывать, везде распространять свою историю, какие-нибудь там моменты из этой истории. А это русские ее распространяют, там, искажают себе, что-то там подправляют. И потом люди будут смотреть, смотрите, это же украинская история, а мы тут читаем, она вроде русская. Чья это история?
по факту на украинском, у украинцев есть доказательства всем тем своим историческим фактам. И великую империю, которую решил построить Путин вместе с Белоруссией, вместе с Украиной, вплоть до Берлинской стены у них план. По плану так. Эта история, она не получается без Украины. Поэтому две истории, одна история у двух государств быть не может. И для этого нужно эту Украину прибрать. Они будут дворянами, королями, там, царями и так далее. История вот этой украинской на законных основаниях, Украина уже наша, значит это и наша история, там, и так далее, и так далее. Так что эта война, как вы говорите, мисс, за то, что лучше вы будете жить, они будут завидовать, и они хотят вас опустить на свой уровень. И из-за вашей истории. Глупо, конечно, вообще бессмысленно то, что он делает. Но факт остается фактом, он это делает. Неужели вы верите во все, что говорите? Абсолютно я верю, абсолютно. И говорю только правду. Слава Украине! Вы говорите, пишите Россия, я буду читать как Украине. Мордва, идите, Донбасс за Урал, откуда пришли. Пугачев говорил, что он цикун. Да, это трус. Так, слава Украине. Как думаешь, когда отступит, потом еще раз нападет? Когда отступит? Да, во-первых, никаких иллюзий не должно быть, ребят. Никогда Россия не отстанет от Украины. Никогда. Или вы, или они. Это экзистенциональная угроза. Угроза существованию Украины либо России. История одна. И эта история должна принадлежать либо одному народу, который поглотит Россия Украину, и эта история будет их, или же Украина отстоит, и у нее будет своя история. Поэтому надо победить до конца. До конца. И мир так решил. И так будет. Весь мир это решение принято. Сейчас происходит просто мега глобальные просто изменения в международном мироустройстве. Это как после Второй мировой войны ситуация. Сейчас может развязаться она развязана уже, она началась в Чеченской республике Ичкерия в 99 году, когда Путин пришел к власти. Это начало Третьей мировой войны. И это продолжение Чечня, Грузия, Сирия, Украина. Это все продолжение той самой войны. Тех же самых людей, с тем же самым оружием, с теми же самыми рублями. И, к сожалению, Путину, к его сожалению, никто не помог. Сейчас Китай как-то ломается, крутится, но я думаю, и Китай порвут, как тузик грелку, как сейчас рвут Россию. Нет никаких шансов. Россия развалится на несколько государств, 5-6 государств это будет. Вот что произойдет. Вот к чему все это идет. И поэтому нужно воевать, нужно побеждать, нужно добивать врага. Это займет определенное время, это не будет быстро. Это хотелось бы, конечно, хорошие новости сообщать, но, к сожалению, это затянется. Путин будет огрызаться, и дело не в одном Путине. Сейчас даже Байден хочет сказать, это война Путина и так далее. Весь русский народ в этом виноват. И он его сейчас мобилизует и будет его отправлять. И я всех чеченцев во время оккупированной Чеченской республики Ичкерии постоянно предупреждаю. Уезжайте. Вас насильно будут забирать в эту армию. Границы закроют. В Турцию, в Грузию, в Азербайджан. Куда хотите. В Европу, если получается. Уезжайте. Уезжайте. Так. Так. Есть интервью Пугачева, как Путин пришел к власти. Да Пугачев это мошенник на самом деле, такой аферюга Пугачев. Да, он, конечно, был знаком, но такой же. Так, солнце, я с Германии, Мискот. Так. Зачем флаг Америки тогда, брат?
Америка – это страна, которая величайшая страна. Я уже много раз объяснял. Как будет продолжаться дальше? Ассаламу алейкум с Грузии. Ва алейкум ассалам, гамарджоба. Генецуале. Машволь. Как будет продолжаться дальше? Я не могу сказать, конечно, как это точно вам сказать. Я могу только предполагать какие-то вещи. События будут развиваться, скорее всего, следующим образом. Конечно, победа будет у нас на нашей стороне, но применение какой-нибудь химического оружия, ядерного оружия, биологического оружия, это нужно ожидать. НАТО, Йенс Столтенберг сказал, что он отправит в Украину химзащитные костюмы, противогазы эти. И вот такая будет ситуация. Они планируют убить 28 миллионов украинцев. У них план. Депутат Федоров несколько лет назад, я об этом отдельно вырезки делал, распространял это. Он сказал, он человек Путина, вот этот Федоров, и у них такое представление. Россия оккупирована Америкой, и им нужно сейчас выйти из-под этой оккупации и стать свободными людьми, чтобы там Путин остался вечно. Вот это что. Ну, больше другого объяснения там нет. Но они говорят, что чтобы не быть в оккупации, это такой НОД, народно-освободительное движение, они так называемое. И вот он там говорит, я потом расскажу вам, почему они считают, Америка оккупировала их и как все это происходило на самом деле. Но сперва про то, что они хотят убить 8 миллионов. Так вот, он в своем интервью там разговаривает и говорит, чеченцы вышли тогда на митинги. Тогда их всех выгоняли на митинги, всех бюджетников, студентов, школьников, всех собирали там. И там несколько десятков тысяч, может даже 100 тысяч человек они нагнали. Родственники этих бюджетников и так далее. И ему задают вопрос Федорову, вот смотрите, там чеченцы, там, они сказали, там 1 миллион человек вышло, кадыровцы сказали, что их 1 миллион вышло. И она говорит, там, задает ему девушка вопрос, этому Федорову, и говорит, вот чеченцев вышло там 1 миллион или там около человек, поддержку там чего-то, вот с Украиной как это можно реализовать? Вот Украина же так не думает. Вот смотрите, чеченцы, они вчера были так против, а так сейчас, смотрите, поддерживают там, не помню, что-то российское там поддерживают. И Федоров говорит, для того, чтобы, как в Чечне выходили на митинги, нужно 20% людей уничтожить. Это депутат в Государственной Думе в своем кабинете сидит и рассказывает. И то же самое нужно сделать в Украине. В Украине 40 миллионов человек. 20% из них это 8 миллионов человек. Вот делайте выводы, что они собираются делать. Вот делайте выводы. На это они готовы, с этой целью они и пришли в вашу страну. Убить до 8 миллионов, чтобы вы завтра стали солдатами империи, чтобы вы стали донорами Москвы, помогали Москве, кормили Москву. И были, как и раньше в Советском Союзе, да, украинцы, конечно, имели более лучшее положение, чем чеченцы, но при всем при этом вы были особенно национально украинско настроенные люди, их везде гнобили, чеченцев вообще близко даже не подпускали, но при этом все равно были в периферии, на задворках. А это не так. Украинцы должны стать доминантами, украинцы должны доминировать в славянском мире, потому что украинцы это зерно, это истоки свободы. И мы сегодня видим, как сражаются украинцы. Нету равных просто в славянском мире вот этим бойцам, вот этим людям. Поэтому, а русские искусственные, они должны быть младшим братом у Украины, если украинцам это нужно. А если не нужно, живите там, разделитесь на 6 государств, живите раздельно, оставьте нас. А Украина это
мощная европейская страна, у которой теперь мощнейшее будет оружие, и вооружение и армия, лучшая и в Европе будет, куда будут приходить инвестиции мощнейшие. Поэтому вот развитие событий. Они максимум попробуют убить разными способами. Отступить, сколько их там гнать будут. Занять позицию, приготовить свою атомную бомбу и сказать, если вы нас строите, мы выстрелим. Если строите, мы выстрелим. Хотя это сыкло не выстрелит, я убежден, не выстрелит. Но он может сделать подрыв атомной электростанции. Это не мы, это какие-нибудь там чеченские террористы или какие-нибудь исламисты. Или там эти украинские нацисты что-то сделали. И это не я. Он же так всегда делает. Он что-то делает и говорит, ну, нет, это не я, вы докажите. Все знают, а он, нет, это не я. Не признает. А ничего нельзя сделать в соответствии. Это президент иностранного другого государства. Можно было делать, но никто не делал просто. Сейчас уже и Америка поняла, и Европа поняла, что после Украины пойдут дальше. И поэтому ситуация так развивается. Так, давайте почитаю. Я уехал из Донбасса, чтобы меня русский мир не освобождал. Они в Киев приперлись меня освобождать. Вот ублюдки. Чего Порошенко про наследие Донбасса сказал? Не знаю, сразу пропаганда началась. Типа он с нами. Как он хотел выиграть войну, пожалуйста. Сказочник, ты хороший. Да? Понятно. Ему выгодно было находиться одной ногой в Украине. Так, почему не признавал вас? Признавал вас. Кто нас не признавал, мисс? Если мужчина много болтает, значит ты супер мужчина. Black Shadow. Black Shadow. Вали отсюда. Потому что он клал на вас большой то и думал, как ему быть дальше, чтобы захватить Украину. Так, пользователь поделился трансляцией. Попросите остальных сделать то же самое. Друзья, я вас прошу поделиться моей трансляции и ставить лайки, чтобы больше людей увидело нас. Нас постоянно пытаются блокировать, пишут жалобы, блокируют, получается у них. И этот канал фактически на волоске висит. Поэтому подписывайтесь на мой другой канал, Аслан Арцуев, в ТикТоке. И также в Ютубе есть у меня канал, называется также Reality HRCI, Human Rights Center Ичкерия. Это название нашей правозащитной организации. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. О, эксперт-историк. Да, я такой. Поцелую флаг США. Обязательно. Ассалам алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам, Адам. Вьетнам, Хиросима, Нагасаки. Блин, когда вы начинаете нести вот этот бред, вы на себя посмотрите. Вы самые последние ублюдки. Вы самые последние мерзавцы. Подонки, убийцы. О чем вы говорите? Вы Америкой сравнивать вы не можете. Вы можете сравнивать себя с Сомали, с Ираном сравните себя. Даже Иран круче. Понимаете? Чего вы к Америке пристали? Америка там, вы ногтя Америки не стоите, плевка ее не стоите. С Америкой они себя сравнивают. Спасибо большое, будем знать. Пожалуйста, щени траки. Так, это мат. После 28 миллионов перелистнул эксперт. Не 28 миллионов, а 8 миллионов. Делир. Марухил Аслан. Делир. Машалlah. Где ты сам живешь? В Гамбурге, Германия. Он просто пропагандист. Нет, я правозащитник. А мы и без Байдена знаем, что там сейчас в Карабахе. Не знаю. Салам алейкум. Ва алейкум салам, королева. А ночью, почему у тебя все американский флаг и кепка? Удается вам ночью. Вот. Нормально. Пойдет так. Так, правильные вещи говорите. Спасибо. Слушайте, расскажите эти сказки сербам. Они тебе объяснят, что такое НАТО. А я тебе объясню, кто такие сербы. И кто такой Слободан Милошевич и Мратко Младич. Посмотри, почитай этих ублюдков, которые сдохли в тюрьме в Гааге. И ждет то же самое вашего ублюдка Путина.
и Патрушева, которые убивали чеченцев и сейчас убивают украинцев. Ичкери флаг даяхки цуюки ишт дикхируа. Я масагяцо борзам телецера хумайоц газюко. Хумайоц. Салам астан. Салам, салам. Ты диванный воин. Нет, не диванный, я вот, видишь, на кресле сижу. Так. Так, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки и распространяйте наше видео. Обязательно подпишитесь на мой другой канал. Прямо сейчас это сделайте. Называется Аслан Арцуев. Так меня зовут. Потому что этот канал в любой момент может быть забанен. Так. А ну-ка, а ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Давай так сделаем. Ну так не видно его, да? Вот так мы сделаем. Аслан Арцуев, абсолютно верно. Абсолютно верно. А я не за Путина и не за убийство, но ты много ненужного говоришь. А за кого ты тогда? Нохчевую? Вот лучше. Эдам, вот, отлично. Да, диваны подходят абсолютно. Да. Не видно так все, украинский флаг, надо его вот так повесить. Ну, давайте, пишите комментарии, друзья. Я за мир, иншаллах. Я за свободу Ичкерии. Дуже дякую. Адлан, Германия. Баркал. Смотри, Black Shadow, ты говоришь, ты за мир. Но ты россиянин, я так понимаю. И что ты делаешь для того, чтобы твоя страна не убивала украинцев, не убивала чеченцев? Что ты для этого делаешь? Ничего не делаешь, я знаю, можешь не отвечать. Но здесь можешь мне написать какую-нибудь гадость. Моя Россия там и так далее. И вообще, тебе не стыдно себе? Ты россиянин ведь, да? Тебе не стыдно себя россиянином назвать? Наверное, ты из Дагестана. 005 ты написал, ты, наверное, 0,5 у тебя, да? И пишешь ты Аллах, как дагестанцы. Я тоже в Германии, ты не знаешь, зачем я здесь. Ну а зачем тогда ты мне тогда пишешь такие вещи? Если ты в Германии, если ты не за Россию. Слава Эрдогану за то, что перекрыл море Одессы Николаю, хоть немного в безопасности. Абсолютно так. Молодец. В этом случае молодец. Путин Пука. Ну такие вот дела, друзья. Ирина Реймер, дуже дякую. Пишу, чтобы ты не болтал много не нужно. Ирина, дуже дякую, Ирина, дуже дякую. Я говорю то, что есть на самом деле. Твоя страна, Россия, Русня, фашистская страна. Будь она проклята во веки веков. И она будет проклята. Да, мула. Иди отсюда, намаз делай, то делай. Это не твое дело, что мне делать. Иди давай, проходи мимо. Нема за что. Спасибо, Ирина Майер. Нема за что. Так, я вам хотел показать что-нибудь из... Ну вот, клип ВСУ. Жаль, я его не могу вам сейчас показать.
Классный клип. Мочилова идет полная. Так. Повешу-ка я обратно. Флаг великой страны, которая рвет просто фашистскую Россию. Очень круто. Очень-очень. Аллаху Акбар. Вот что надо говорить. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Все будет Ичкерия. Ичкерия понад все. Приезжай на Берлин, мы поговорим с тобой нормально. Зачем ты нужен мне? С тобой нормально разговаривать. Кто ты такой, чтобы я к тебе приезжал? Нормально с тобой говорить. У меня с тобой нормально не получится. Да я кузар шнырь, да я лот и та кузар. Украина people. Ukraine people. Так. Буарзхан, я лот и та кузар. Шнырь моярел. По-друски, моё. Раски, шнырь. И та ела кузар. Так, друзья, я дальше пошел раз. Так, на площади в Австрии проходит митинг, большой митинг в поддержку Украины, который находится на передовой, сражаясь с русско-фашистскими захватчиками. Слава Украине! Там наши чеченцы, кстати говоря. Так, сегодня в Праге, это 2 дня назад, правда, посольство России облили красной краской. Красной краской облили. Отлично. Мочилова идет по всей Европе. Просто по всей Европе. Забираются дома разных вот этих олигархов там и так далее. Которые у русских наворовали, а русские им говорят: слава России. А эти наворовали у него, тут живут. Теперь мы забираем это все и заселяем туда украинских беженцев. Слава Европе. Он скоро извиняться будет. Эй, шныри. Даял шныр кучуро. Шнырь. Извиняться будет. Black Shadow. Это ты так поговорить со мной хотел? Приезжай, шнырь, сюда, в Гамбург. Я тебе сделаю, я извинюсь, иди, приезжай. Черт, ты самый настоящий. Под-русски. Так, нет никаких сомнений в том, что эта война уже стала стратегическим провалом для России. Президент США Джо Байден. Господа, вы шныри будете скоро ходить, вам сейчас вас финансируют, подкармливают. Я знаю, что вы агентура. Здесь в Берлине, там под-русский, шваль просто. Вас подкармливают. Все, господа, закончилось. Вы теперь, мы, во-первых, Европу зачистим, и вашу Россию уничтожим, разделим на несколько государств. И вы потом 5-й угол искать будете, шныри под-русские. Вы даже не знаете, что с вами случилось, что происходит. Привыкли безнаказанно долгое время убивать людей. О, мы такие великие, вы чмошники, ваш Путин чмошник, и вы сами черти, блядь. Так, они в загоне не могут никуда ехать. Говорит, да. Черти под-русски. Так, давайте посмотрим послушаем хотя бы русского десантника. Бурята, кстати говоря. Но это русский десантник. Десант уснул. Уснул, говорит. Просыпаюсь я уже утром. Вы слышите? Танки уже, БМП наши взрываются от мин. И нам уже ехали. Когда каждый день у нас пошли 200-е, 300-е. Каждый день 200-е, 300-е. Не знаю, обстрелы, и мы поняли, что здесь
Мы поняли, зачем все это. Страшно стало. Все уже страшно. Выпили с танкистами. Я так понимаю, вы крепко выпили и пьяные пошли не в ту сторону. Ну, чуть живее взял. Чуть То есть вы живее взял. оделись и пошли не к своим, а пришли к нашим. Да. Русский воин. Русский воин с танкистами выпили и не к своим пошли, а к нашим пришли. Аллаху Акбар. Вот какие вы чмошники. Так, черти галимые. Черти галимые. Сейчас сюда покажем вам еще чего-нибудь интересного, послушать дадим. Россияне Чехии против войны русско-российского фашизма. Митинг в Чехии. Россияне, кстати говоря, вышли. Знаете, сейчас у россиян какой флаг появился? У них красный, синий, белый, да, у них? Красный убрали, белый, посередине синий. Красный кровь типа убираем и против войны. Таких русских я признаю, таких вопросов у меня нет. Если они Путина не поддерживают и свою эту фашистскую Россию отвергают. Все, это нормальные люди, с ними можно иметь дело, если они честные и искренние. Это нормально. Так что вот такие вот дела. Черти. Ищите пятый угол. Аслан, привет. Привет. Короче, гасим русню как можем по всем фронтам, ребята. Они слов боятся больше, чем пуль. Распространяйте правду, говорите правду. Называйте фашистов этих фашистами. Не останавливайтесь ни на один день. Наши люди гибнут, женщины, дети каждый день гибнут. Нужно что-то делать, нужно спасать. Надо говорить правду об этих ублюдках. Этих ублюдков я изучал всю свою жизнь. Я 44 года прожил, и в последние 27-30 лет я знаю, что это такое. Я изучаю это, я вижу это на личном опыте. Это ублюдки конченые. Сейчас они еще не осознали, что произошло. Они думают, Путин справится, там, сейчас все исправится. Все закончилось. Эй, черти, закончилось. Ничего уже нет. Переобувайтесь. Хотя вы нам нафиг не нужны. Вас нужно всех наказывать. Подрусские черти. Так. 8 час. Идет бой. Ага. Очень много 200-х. Также 300-х. Просто чудом удалось выжить. Так. Видите? Короче, здесь я рассказываю. 2 пленных солдатика. 200-х и 300-х. Много 200-х, 300-х. Еле выжили. У него автомат обгорелый, руки обгорелые, сами зачуханные, такие грязные, уставшие, ноги раненые. Калаша, блядь. Только одно название. От калаша только одно название осталось. Мои руки это вообще пиздец. Смотрите. Вот такая вот тема. Короче, массово. Только одно название. Он весь. Массово. Мои руки это вообще пиздец. Массово черти, короче, сдаются, попадают в плен. Просто супер, ребята. Так хорошо никогда не было. Слава Америке. Слава Америке. Молодец, Америка. Слава украинским воинам. Ох, сколько джавелинов привезли. Ничего ж себе. Офигеть. Да. Джохар Дудаев был прав. Украинцы не настолько слабы, как они кажутся, он говорил. Никогда не обижайте украинцев. Путин ублюдок, надо было Джохара слушать. Надо было послушать его. Ты черт. Мы получаем все так. Разбитая техника на мосту. Ужас, ребят. У меня тут в Фейсбуке лента просто забита русскими этими ублюдками. Так, давайте послушаем 28 секунд
пропагандиста Соловьева. Я надеюсь, вы услышите. YouTube. Жалкие, слабые, трусливые скоты. Что же вы, дерьмо украинское, не блокируете? А слово «правда» из России вас рвет в клочья. Никакая вы не объективная платформа, а жалкие нацистские жопошники. Так иногда в России называют, ну, сами знаете кого. YouTube. Жалкие, слабые, трусливые. Я вам расскажу, друзья. Вот он говорит, YouTube, там жалкие, слово правды. Мой канал, уже второй канал на YouTube, блокирует вот эти фашисты. Роскомпозор заставляет YouTube не показывать мои видео на территории фашистской России. Каждое мое видео отдельности, история Ичкерии, я приглашаю гостей разных, мы обсуждаем историю, как становление чеченского государства. Вот эти все вещи, отдельные уже видео на этих каналах, вот этот Роскомпозор присылает, и мне YouTube говорит, извините, там, и так далее, мы вынуждены, чтобы YouTube не закрыли на территории всей России, они обязаны послушать там решение там суда или Роскомпозора и так далее. Это ублюдки конченые. Вот он сейчас сидит, обижается, у него там 1 миллион, по-моему, подписчиков было, такой весь раскрученный канал, все нету. И это победа, наша победа. Наша победа в информационном пространстве. Это информационное пространство одна из самых главных. Вот такие вот дела. Отлично все. Ребят, пишите комментарии, распространяйте видео. Ставьте лайки. Почему у вас американская кепка? Нравится мне? Вот, Black Shadow. Чертила, ты что, не приедешь, что ли? Приезжай. Приезжай. Давай, я тебе покажу, кто я. С Байденом или без Байдена я тебе покажу. Ты анонимный черт, который не приедет сюда. Но если ты приедешь, я с тобой с удовольствием пообщаюсь. И все твои оскорбления я тебе адресую обратно. Приезжай. Город Гамбург. Да пошел ты, знаешь куда? На Путина иди. Как украинцы называют Путина, знаешь? Иди на Путина. Чмо, блядь. Справедливо ли говорить, что Америка справедливее, чем Россия в мировой политике? Абсолютно, конечно. Россия это абсолютное зло на земле. Вы, верующие люди, знают, что на земле есть сатана, дьявол, который провоцирует людей, творит зло. Так вот, этот сатана, дьявол, творит это через таких ублюдков, как Путин. Россия фашистская страна. Это сатанинская страна. Они поклоняются дьяволу, выполняют его приказы. Это без сомнения так, абсолютнейшее зло. Не зря Абдурахман Автарханов, чеченский профессор, советолог, политолог, сказал, это империя зла в своих книгах. И Рональд Рейган, который читал, был его поклонником, его знакомым, он повторил это стало этой фразой. И Рональд Рейган был абсолютно прав. Я просто тогда не понимал этого всего, когда был маленький, когда это слышал. Россия это империя зла и лжи. Советский Союз так не лгал, как сегодняшняя Россия лжет. Сегодняшние эти путинисты долбаные. Так, пойдем дальше. Аслан, так. Разве ты не чеченец? Я чеченец. Много у них техники осталось, Русник. Говорят, что еще можно из них делать танковые пробки, типа много. Конечно, оружия у русских много. Они готовились к Третьей мировой войне, вот сегодняшней. Много-много у них наштамповано этих танков. Но была информация, что танковый завод, хотя наштамповано у них очень много, танковый завод где-то на Урале, он остановился, потому что не хватает комплектующих из-за границы, из-за санкций. Поэтому танк это всего лишь железяка.
у русских нет мотивации, русские дезориентированы сами при всем при этом, да, они поддерживают, но они дезориентированы. И русские, если нет мотивации, да, это не воин, это не солдат, да, он не знает, он потерян. А ложь, которую они распространяли как внутри страны, так и в мире, она теперь вот играет против Путина. Русский не знает, где что, где свой, где чужой. И это человека дезориентирует. Поэтому какие бы танки у них не были, у них нет людей, которые готовы воевать. А то, что сейчас делает украинская армия, это очень хорошо остужает разные горячие головы. Так, кто мне подарок прислал? Был подарок. Вот и от Оксаны. Спасибо, Оксана. Спасибо. И от Ирины Реймер тоже было. Спасибо, Оксана. Спасибо большое. Так, почему вы тогда за Америку? Да я уже 100 раз объяснял, почему за Америку. Читайте, смотрите. Этот стрим, как все другие, я выкладываю у себя в канале. Окси. Ну, вот завалили меня подарками. Оксана, спасибо. Мармеладный Мишка. Дякую, дякую, дякую. Америка сила. Абсолютно, Беслан. И думай, дизек да дизек. Тогда почему тогда вы за Америку? Это я уже читал. Black Shadow, приезжай в Гамбург, я тебе покажу, чечено-говорящий я или немецко-говорящий. Приезжай. Бич, приезжай. Приезжай. Я как раз хотел бы знать, кто у нас здесь. Подрусские. Давайте, подрусские, объявитесь. У меня есть к вам очень важное дело. Вам срочно нужно лететь в свою фашистскую Россию. Подрусня. Давайте, давайте, объявляйтесь. Черти. Адам Дерес Хуйль. Дуже дякую, Адам, дуже дякую. Завалили вы меня теперь. Распространяйте наши эфиры в социальных сетях. Этот эфир я скачаю и выложу у себя завтра, он, наверное, будет на моем YouTube-канале. Сегодня я выложил вчерашний свой стрим, тоже можете посмотреть. YouTube-канал, так же, как и этот канал, называется Reality HRCI. Америка. Так, добрый вечер с Ужгорода, Украина. Витаю вас, витаю, Окся. Входит в топ-2 зрителей, входит в топ-1 зрителей. Это кто у нас? Окси у нас ходит. Вау. Топовая Окси. Так, Оксана, спасибо. Так, Роза. От Ирины тоже. Спасибо. Так, слышал, что разворовали армию ихнюю. Армии у них нет, вы даже не представляете. Вот в Украине там коррупция, все плохо, там говорят. Вот по сравнению с Россией, Украина это не Германия с минимальным уровнем коррупции по сравнению с Россией. Поэтому у них все крадутся, все воруется. Путин самый богатый человек. У него в голове только деньги, золото и сохранить жизнь. Вот он просто вот этой своей жестокостью. Знаете, чем Россия побеждает? Она побеждает своей ложью и обманом. Уходит доверие, потом она уничтожает. Нашего президента вызвали на переговоры, просто задумайтесь. Человека вызывают на переговоры и убивают. Переговорщиков не убивают, сами вызывают. Ну, пытаются его пленить. Он не дал себя взять в плен, и его убили. Его охранник. Он попросил, и его убили. Чтобы не попасть в плен. А его так окружили, вызвали на переговоры, узнали квадрат, где он находится, начали зачищать, и вот определили, и вот так сделали. Это после того, как вызвали на переговоры. Это ублюдки, это не люди, бешеные животные. С ними нельзя, звери просто бешеные, с ними нельзя никак иметь дело. Они взрывали своих женщин и детей, чтобы Путин пришел к власти. Буйнакск, Волгодонск, Москва, в Рязани задержали, когда они закладывали ФСБшники. И сказали, что это сахар. Это ублюдки. Они наших русских, грозденских, наших чеченских русских, они бесщадно бомбили. Хотя те русские говорили до конца, до последнего говорили. Не, нас не тронут, они же русские и так далее.
сносили кварталы, расстреливали. Спрашивали русского, ты с чеченцами как живешь? А как живет? Мы хорошо жили, мы никого не ущемляли. Вот как сейчас украинцы никого не ущемляли, так же и мы никого не ущемляли. Это если бы мы ущемляли, были фото, видео, убитые, раненые, там, запытанные. Этого всего не было. И этот русский говорит, мы жили хорошо, пока вы не пришли. Его за это убили. Просто он сказал, я жил с чеченцами хорошо, пока вы не пришли и не разбомбили нам все. Его за это расстреляли, ты продажный там, предатель там, и так далее. Что ты с чеченцами? Это какой ум должен быть у этих людей? Этот человек родился у нас в Грозном. Его отец туда приехал или тоже родился. Он там вырос, у него друзья, по-чеченски он там немножко говорит. Что он сделал плохого? Он предатель. Вот он с 70-го года там жил, он не был предателем. Это наши русские были, Чечено-Ингушской республики, Чечено-Ингушской Советской Социалистической Республики. А пришли эти ублюдки, все, он стал предателем. Вот что это зверье. С ними нельзя никаких дел иметь. Их нужно просто реформировать, распустить, уничтожить. Несколько государств создать на этом месте. То же самое сейчас в Украине происходит. Посмотрите просто. Так, слышал, что разорвали армию ихнюю. Нохчик энчен заявление. Дельдела и бохчик мичау ала, хавул ала шин дель бохшвик. Нохчик энте мичабу куза заявление дель. Хавала дугазай уйтия. Дугазаева, что юхи дагаться дашин, вол югазай уйтия. Цунам делла заявление. Открыто бохшоу. Совирия члишвар из-за цюнак васты. Тханан щупали, я умею станхен алиленил. Ишпана совирия, что заказывать вешлял бар. Цунам делла, скахан делла заявление. Заявление делла. Болтать дух дуан, дух дюйцон. Разки агент швуй, разные тузикари, Абдурахмановари, иш юлаи, иш не квартош, хаузадин лилшво. Шаберга эшбон. Сонохчи омда, сей омда, эрева лил сегон. Цасуам цапайца им беш ватсон. Аршаега эшпшион харюттаг. Хабар дуамон. Привет, я из Харькова. Привет, Харьков. Так, Оксана, спасибо. Подпишусь на тебя. Привет, Ужгород. Спасибо. Нет, это не мне, это Оксане. Всем хорошего настроения. Бегу отдыхать. Готовим для беженцев. Молодец, Окси. Спасибо большое. Всем мира. Хорошего дня. Пока. Да, уже. Пока-пока. Ты тут, как всегда, свои колокольни вещаешь. Да, конечно. Надо же вашу русню разоблачать. Тогда хорошего вечера. Да, дел никаких с ними иметь не нужно было. Им плевать на договоры, на контракты и другие. Абсолютно. Абсолютно верно. Я так понимаю, вы русские. Это не мне. Что происходит? Мой дядя учился с тобой. Ваш салам маршал передает. Чечен Фаред. Дели салам маршал. Голь хайдядик алу маршал. Слава Украине. И гимн Украины. Да, гимн я, кстати, мне в детстве медведь на ухо наступил, поэтому у меня голос и не очень хороший, петь не умею, но я сделал все, что мог. У меня на этом канале есть тоже гимн Украины, и на моем YouTube канале, в моем исполнении гимн Украины. Цацмаш дадеш цен фантамасук. Махильта фантамасук 0. Так, правда, что армию разворовали? Так, ты это уже писал. Слава Мугамба. Слава Украине. Ну что, друзья, пишем комментарии или нет? Или я уже заканчиваю свой стрим? Так что, друзья, все отлично. Так, подписался. Ирина, спасибо. Подписывайтесь. 8 лет бомбили Донбасс. Не ври, никакой Донбасс не бомбили. Так что, друзья, все отлично. Слава Украине. Все будет. Ичкерия. Господи, благослови Америку. Так хорошо никогда не было, друзья. Отлично все. Россия скоро развалится. Абсолютно точно. Абсолютно верно.
фашистская Россия перестанет существовать. И эти подрусские, подпутинские будут пятый угол искать. Если бомбили, то русские бомбили. Абсолютно. Слава Ичкерии. Героям слава. Друзья, я тогда на этом свой стрим закончу. Так, слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава. На сегодня я этот стрим закончу. Обязательно завтра выйду. Расскажу вам про потери, про количество убитых. Расскажу ситуацию, как Россия, как Нот говорит, как Федоров, Россия стала оккупирована. Америка я вам расскажу обязательно. Напомните мне. И много чего интересного будет завтра. Всего самого хорошего. Украина, держись, мы с тобой, весь мир с тобой, мы молимся. Разные религии, разные люди на этой земле. Христиане, мусульмане, иудеи. Все молятся Всевышнему, чтобы вы победили. Вы, украинцы, объединили все нации и все религии. У вас там сражаются все нации и все религии. Благодарю вас за это. Вас Бог избрал, вашу нацию, чтобы нас всех объединить. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Всего самого хорошего, друзья. Помогайте украинцам. Пока. Ассаламу алейкум, адикюэль масейра.